Всем привет, меня зовут Ника, я артистка, вокалистка Государственного театра эстрады имени Юрия Егоровича Платонова. Сыграла в сериале «Минтаптыр» спутником и сыграла в продолжении сериала в фильме «Күн кыха күнней». Привет, Ника. Расскажи, почему ты, Ольга Спиридонова, выбрала такой псевдоним именно Ника? Но в далеком 2004 году, когда я только начинала свою работу в театре эстрады, в нашей эстраде Спиридоновых было очень много. Там Юрий Спиридонов, Лена Спиридонова, Людмила Спиридонова, ну и так далее. Поэтому оказаться очередной Спиридоновой почему-то мне не захотелось. Поэтому однажды на гастролях с Климом Федоровым просто так, как бы, ребячество у нас какое-то было, и взяла книгу с именами, полистала и нашла почему-то, мне очень понравилось имя Ника. Ну, так и осталось. Потом, когда мы выпускали песню на радио, я подумала, что мне необходимо все-таки взять себе псевдоним, чтобы, ну, как бы он меня оберегал. Потом я звонила к женщине, у которой, ну, такие силы, экстрасенсорные силы. И я ей позвонила, спросила, как насчет имени Ника. Она сказала, это имя тебе принесет большой взлет. Это очень сильное имя. Вроде бы короткое, но оно очень яркое, и оно будет тебя сопутствовать. Почему-то она мне так сказала. И я как бы поверила ее словам волшебным, тогда мне казалось. Поэтому взяли, да, и выпустили песню на радио выпустили песню под псевдонимом Ника. Давай поговорим о фильме. Как тебе фильм? Ты посмотрела его? Я на пресс-показе смотрела. И как ощущения? Ну, интересно наблюдать себя со стороны. Это мой первый опыт, как бы. Ну, ну, я же знала, что в сериале вначале у меня был какой-то совсем другой образ, да, а в фильме совсем иной. Уже у женщины, которая полностью сломалась жизнь, мировоззрение и все такое, и наблюдать и смотреть на себя со стороны было очень как-то очень интересно даже и странно. Ну, иногда бывало так, что и стыдненько. Например, в какие моменты? Ну, мы же все-таки артисты, как бы певица же. Я же всегда выхожу при параде на сцену, всегда красивой, ухоженной, накрашенной, а тут я уже как бы без лишнего пафоса, без лишней маски, какая есть, без ничего, как бы, да, полностью голая и полностью погрузившись уже в образ иного человека. Поэтому мне немножко было неудобно, наверное, видеть себя ненакрашенной, и все. В целом, вообще, как ты согласилась? Тебе сразу сказали, что там будут... Сразу предупредили, что будут откровенные сцены, что это непростая... В 2021 году, летом, в июне месяце мне позвонили с НВК «Саха», с отдела сериалов, предложили. Ну, у меня до этого было желание как бы сыграть, ну, хотя бы так, второстепенную роль, что ли, там, попробовать себя, да, как бы. Мне было почему-то интересно, но мне предложили главную роль. Я такая, ох, как так? Это же как так? А потом меня позвали, и
сказали, рассказали про образ, какая женщина должна быть и вообще какие будут сцены присутствовать. Предупредили и спросили, согласна ли я на такие сцены. На тот момент я была в разводе. У меня не было человека, который бы это запретил бы и ревновал бы. Поэтому я же, по сути, сама авантюристка, и мне было очень интересно. И поэтому я согласилась. Я даже как-то не стала думать. Я сказала, ну ладно. А Уйгуна на тебя похожа? Нет, совсем не похожа. Совсем... Ну, чем она похожа? Она похожа по семейным, скорее, обстоятельствам, потому что она же сирота, ну, я тоже как бы сирота. Ну, меня бабушка воспитывала, а ее как бы, ну да, мама ее умерла в молодости, получается, и поэтому обделенность в любви, и все-таки есть чувство у детей, вообще у людей, сирот, есть чувство обделенности в любви, одиночества. Это всегда присутствует. Я сама по себе знаю это. В этом мы с ней схожи, наверное. И ей не додали родительской любви, то есть любви родителей, отца и матери. Ну, так же, как и мне, да, например. Да, у меня была любовь, бабушкина любовь, но не было же любви матери и отца. Это, я считаю, неполноценно. Поэтому в этом есть схожесть. Но я постаралась... Ну, я человек совсем другого характера, потому что я более такой легкий, творческий, веселый у меня нрав. Я люблю шутить. Я вообще... У меня взгляд на жизнь более-менее, скажем так, легко смотрю на жизнь. Бывает тяжело, но я смотрю как на урок и иду дальше напролом. Как бы не ломаюсь. А в этом случае Уйгуна сломалась. Ты к ней как относишься? Но... Она тебе нравится? Знаешь что? Она же вышла замуж не по любви. Она не знала, что такое любовь. Не узнала, что такое любовь. Это же вообще другая химия же. Это бабочки в животе. Это прям, я не знаю. Я сама даже таких чувств как бы у меня в жизни только, наверное, однажды было такое. Вот эта вот химия любви. Я тоже не раз выходила замуж, и не по любви. И не раз, а дважды, да? Получается. Ну, получается, что... Ну да. А жить вне любви — это, ну, невозможно. Думаю, что невозможно, поэтому я ее очень понимаю. Потому что у нее не было такого тепла в отношениях, и Герман, муж ее, не додал таких вот отношений. Ну, я думаю, что Герман думал, что мир вокруг него только вертится. Он вообще ее не слышал. Вот наверное, некоторые заметили, да, даже когда она говорит, он ее прям не слушает. Он ее не слушает, просто как бы там что-то говорит. Чего там это? Нет, все там будет, ничего страшного там это. Она старается говорить, а ее никто не слышит. А это вот годами
как бы она хотела построить вот эти вот семейные отношения, она хотела детей от него. Они же долго не имели детей, да? И вдруг она забеременела, там у них родилась дочка 5-летняя, да? Ой, уже 5-летняя дочка была, да? А потом вот эти вот годы шли, а чашка-то все наполняется, наполняется, наполняется. И она просто не могла просто уйти от этого человека. Просто некуда было идти. И вдруг появляется Эркин, да, молодой человек. Просто он на нее взглянул как на женщину. Как на обычную женщину, как на красивую женщину. Он ее жалел. А ее до этого никто вроде бы не жалел, да? Она такая прям холодная, это директор, вроде бы все есть, а ее никто не жалел, ее никто не слушал. Они даже, им не о чем было разговаривать с мужем. Даже вот в последних сериях же она говорит, нам же не о чем с тобой разговаривать, Герман. Говорит, вернись к семье. А зачем? Ты хочешь уйти к нему, к молодому? И говорит, дело не в нем. Дело было совсем не в нем, в этом молодом человеке. Он просто взял ее за руку, и все, идем. И она, не оглядываясь, решила уйти, бросив все, да? Забрала маленькую дочку и ушла, короче, чтобы начать новую жизнь. И таких историй в реальности очень много. Но она думала, что обрела свое счастье, что не будет никакого подвоха, но вышло так, что украли ребенка, да? А как так получилось, что ты все-таки исполнила свою мечту, вышла на сцену, стала знаменитой? Благодаря чему? Ну, потому что, как я себя помню, меня спрашивали, с кем ты хочешь стать? Я говорила, певица, и все. Ну, у тебя ни связей, ни денег, ни... Наверное, скорее всего, только был талант, наверное. Как я себя помню, с маленьких лет я выступала на сцене, и этому способствовала моя бабушка. Она очень мне помогала, она шила мне костюмы и вообще очень поддерживала в этом. Ну, видела, что ребенок творческий, поэтому и записала меня в музыкальную школу и так далее, короче. Поэтому с малых лет я уже ходила в музыкалку, знала ноты, играла на фортепиано и так далее. Поэтому, я думаю, бабушка увидела во мне, ну, наверное, поэтому и помогло это все. А как так получилось, что ты воспитывалась у бабушки? Ну, моя мама была очень больная. Они с моим отчимом жили отдельно. У меня брат родной есть. Он на 6 лет меня младше. Ну и мама очень болела, поэтому она не могла за нами смотреть. Постоянно она ложилась в больницу и так далее. Поэтому... И когда мне было 12, а брату 6 лет, она умерла. Поэтому бабушка-то помогала дочери своей, поэтому и с малых лет, не то что с малых лет, а с 1 месяца меня воспитывала. Она прям вырастила меня, получается. И брата тоже. Я очень-очень хотела быть рядом с мамой. Почему-то я очень помню это, когда... Ну, я же была подростком в 12 лет, в 11-12. Мне было прям необходимо вот это вот материнское общение. И я прям... Я ее так любила. Иначе какой-то другой любовью любила. Маму именно. Почему-то она казалась мне каким-то ангелом вообще-то. И на выходные я к ней обычно ездила, и там ночевали мы у нее. Там. Она все разрешала, мне казалось, что у нее самая лучшая косметика,
тогда, по тогдашним. И она все, как будто все разрешала, и краситься, и танцевать эти индийские танцы, да, вот эти вот, у них там пластинки были, они танцы устраивали, короче, поэтому мне казалось, что у них там все очень весело почему-то. И мне было очень больно, когда она умерла. И до сих пор вот эта вот боль никогда не уходит. И мне кажется, ребенку вообще очень мама необходима. Вообще любому. А без материнской любви и без отцовской любви человеку в жизни очень трудно бывает построить свою семью. У него потому что нет формы, да, как должна вот выглядеть нормальная семья. У меня этой формы нет. У меня нормальная форма — это когда бабушка, да, вот, например. А вот нормальная традиционная семья, я не знаю, что это такое. Поэтому, наверное, и у самой не получается. И ты дважды была замужем и дважды в абьюзивных отношениях? Нет. Абсолютно нет. Да? Абсолютно нет. Первый муж мой, отец моей дочери, мы просто познакомились в студенчестве. Так и сложилось, что мы встречались вместе. И так и вышло, что я вышла замуж. Ну и потом подумали, что мы, оказывается, совсем чужие люди. Абсолютно. Тебе было 18 лет тогда? Мне было 18, но мы развелись, когда нам было по 21, по 22. Когда я думала, только жизнь, оказывается, только начинается. А я уже замужем, и почему-то мне казалось, что я очень рано вышла замуж. Мне надо было, оказывается, работать. И я ездила на гастроли по 3 месяца подряд, меня дома не было. И у нас нормальных, как бы, таких семейных тоже отношений не было. И мы решили вдруг остаться друзьями, просто в очень хороших отношениях до сих пор. И очень хорошо общаемся. Так и я говорю, давай разведемся. Он сказал, давай разведемся. Я говорю, давай разведемся. Так и пошли в кино еще даже. И все. На какой фильм сходили? На Трою. Это было в 2003-м. В 2004 году, когда вышел на экран. Ну, жалко было билеты после того, как... Потом не пересматривала Трою? О, я очень много раз пересматривала и всегда вспоминаю этот момент. Но он очень хороший человек. Очень хороший человек, у него очень хорошая семья, 3 дочерей, и моя дочка к ним ездит. Мы очень хорошо все общаемся и с его женой, и вообще с бабушкой. Ну, в хороших отношениях. Это называется нормальные, мы оставили нормальные, хорошие отношения. А потом уже второй муж, мне было уже... Зато какая громкая свадьба была, прям с клипами. Со вторым мужем, да? Да. Мне казалось, что это... Мне уже 30 лет, и все подруги уже все семейные, у всех дети, а я только как-то тут одна хожу, балду пинаю. И встретился хороший человек. Хороший человек. Добрый. А я же не смотрю на человека, как он, богат ли он, или там в этом смысле я вообще как-то красив ли он, хорошо ли он одет. Я почему-то на это совсем не смотрю. И я смотрю на людей, добр ли он, по-доброму ли будет ко мне относиться. И в итоге? А нет же, не было любви. У тебя сейчас все хорошо? У меня отлично. Что тебя радует особенно? Работа радует. Все то, что происходит сейчас, меня радует.
дочка радует, друг радует. И вообще все радует. И как я выгляжу, меня радует. Кстати, ты скинула 20 20 килограмм. И просто с разводом у меня взгляды поменялись. Вообще на жизнь поменялась. И вообще под 40 лет, да, и оказывается, взгляд на жизнь меняется абсолютно. Даже на то, что ты ешь. На то, что ты даже одеваешь. Все меняется, оказывается. Что поменялось? Ну вот конкретно. Что ты поняла вот, к своим 40 годам, как ты говоришь? Любовь к себе, что ли? Наконец, жить ради себя. Дочка уже взрослая. Ей 21. Ну, 22 уже, да, будет. Поэтому дочка взрослая, и я как бы и не стараюсь там учить ее чему-то там. В свое время я ее отучила уже все, да, поэтому уже свободный этот полет. Она у меня студентка, в Улан-Удэ учится. И вот. На кого? На режиссера эстрадных постановок учится. Закончила театрального режиссера в колледже культуры и поехала дальше учиться. Здорово. Вот. И как бы осталась одна, бабушка умерла, да, вот 2 года назад. И почему-то со смертью бабушки у меня взгляд почему-то на жизнь поменялось все. Я сказала в один момент, надо все стоп, надо все менять в своей жизни. И все. Новый 2021 год я начала с другого листа и вообще как бы по-новому. Тогда ты начала худеть? Тогда я начала худеть. Сниматься в кино, сериалы? Сниматься в кино. И у меня как бы жизнь вообще как-то по-другому. Оказывается, вот говорят же психологи, там, это очень у многих специалистов, которые говорят же, надо поменять мировоззрение, надо поменять вообще жизненный взгляд, тогда и жизнь начинает меняться. Оказывается, реально так. Реально. Я и даже представить себе не могла. Просто космос, я не знаю, как-то он... Вот реально человек взаимосвязан с космосом, что ли, какие-то мысли туда кидает, по-моему, по ходу, даже сам того не зная, да? Говорит, человек, все, начинаю новую жизнь, у меня все по-другому будет, и все правильно питаться, там, это всякое разное, хо-хо-хо-хо. И у меня как-то все так, все... Как-то интересно все получается, какие-то и новая роль в театре, да, главную роль вот в служебном романе роль Калугиной дали, да. И у меня же ролей никогда не было главных до этого. 7 лет работала, ну, как бы в новом режиме, да, театра, театральных постановок. Да, главные, вторые роли были, но не было главных ролей. А почему-то в 2021 году у меня главная роль. А потом еще и в сериал пригласили, потом еще и дальше в кино пригласили. Я такая, ну, неужели так за год может произойти, когда человек просто меняет свое мировоззрение? Ну вот, что ты сейчас посоветуешь телезрительницам, которые вот хочу так же? Вот 5 советов. Что нужно сделать, чтобы все у тебя складывалось? Вот тебе все это надоело, и хочется, чтобы все было хорошо. Или как тебе хочется, чтобы было? Что нужно сделать? 5 советов. Сделать как у Идгуна. Как бросить Уйгуна. всё? Выбрать любовь? Не то, что выбрать любовь, она же не, ну, как бы выбрала любовь, да, но она выбрала свободу. Она выбрала свободу. Я то же самое сделала.
Я выбрала свободу, свободу действий, своих действий. Если я вот не счастлива в каком-либо положении, да, если меня это не устраивает, зачем я должна жить именно так, если меня это не устраивает? Я не понимаю, если у меня дети были, да, так далее, вот, от второго мужа, да, там маленькие дети и так далее. Но у меня же ничего не держало, например. Просто я начала по-другому смотреть на жизнь и начинать все заново. Это никогда не поздно. И в 40 лет, и в 50, и вообще когда-либо. И в 21 году у меня ипотеку никогда не одобрение никогда. У меня всегда было вот отрицательный тут приходил, да. И вдруг в 21 году, как я то же самое поменяла свое мышление, я купила квартиру и автомобиль новый купила. И говорю, это что? Это реально человек туда в космос кидает какие-то свои мысли. А ты делала карту желаний? Нет, как это работает? Я не знаю, я ничего не делала. Вот реально я ничего не делала. Я тупо себе набила татуху и все, да? Татуху набила? Ну, я не знаю. Почему-то после развода в знак какого-то протеста, может быть, да? Я не знаю. Просто взяла и набила. Как бы пошла, я хочу, говорю, на запястье почему-то. Я не знаю. А что это за рисунок? Это близнецы всего лишь. Знак близнец моего знака, да? И все, говорю, я не хочу. Ну, почему-то протест у меня был. Я же была всегда против татуировок. И муж был против татуировок. И просто протест того, что я свободная, я дышу, как хорошо вообще, я люблю жизнь. И давай я набью татуху, и все, короче. Как-то вот так вот. И все. Я полюбила себя просто, и все. Каждое утро просыпаюсь, какая красотка. Я до этого никогда так себе не говорила. Говорю, какая красотка. Прям такая шикарная женщина. Вообще, я так себя люблю. Прям, и каждое утро даже выпиваю стакан воды, теплой воды. У меня каждое утро, да, выпиваю стакан, говорю, ай, какая целебная вода. Ой, какая красивая, выпиваю эту воду, я все молодею и молодею. Тут просто такие вещи. Так, как ты скинула эти 20 килограммов? Просто я перестала. Как-то раз мне бабушка говорит, Курича, ты так страшно стала выглядеть. Перед смертью даже мне сказала. Говорит, Оля, ты похудей, говорит. Похудей, хлеб не кушай, говорит. Ограничь себя, я же всегда, я любительница хлеба, выпечки, пирожки любила, да, печь и так далее, короче, вот это вот жирное, всяко разное, короче, вообще все там в духовке, там все это. Ой, я любила кушать, короче, хорошо покушать. И говорит бабушка, вот летом она же осенью, в октябре умерла, и говорит, летом, говорит, ой, плохо выглядишь. Перестань кушать хлеб. И потом, после смерти бабушки, я такая... И я тогда еще заболела ковидом. Тогда же я же не кушаю. Ну, обычно же не кушаешь, когда болеешь. Я так быстренько скинула 5 килограммов, и мне так легко стало после ковида-то. И думаю про себя, а давай-ка я, как бабушка сказала, перестану кушать хлеб. Начала кушать хлебцы, есть же, продают же всякие хлебцы там, и так далее. Возмещала это. И перестала кушать мучное и так далее. Перешла на правильное питание. Но вот реально правильное питание так и помогло. Только питание? Только питание. Ну и спорт немножко там добавила. Ну, конечно, я не ахти спортсменка, лентяйка я та еще. Что дальше? Вот
Ну, такие очень смелые мечты ты воплотила за эти 2 года, получается. А что дальше? А что дальше? Что дальше? Работать? Работаю. Слава богу, работа мне приносит огромное удовольствие. Я всегда думала... Какая именно работа? В театре. В театре, в своем любимом. Теперь же мы еще и репертуарный, да, театр, поэтому ставим спектакли. А для меня это очень интересный опыт. И вообще в детстве я ходила в музыкальную школу, то есть в театральное отделение ходила. Поэтому театр меня всегда как бы очень привлекал, поэтому сейчас я вот 100% на своем месте думаю. То, что вот играешь, поешь, вот это вот все мое, вот реально это мое. Поэтому я счастливый человек. Говорит, мне спрашивает друг, ну, если бы машину времени там придумали бы, мы вчера об этом только разговаривали, короче, и говорит, мы бы могли встретиться? Говорю, ну, я говорю, ходила на концерт Земфиры, да, вот это вот в 2000 году, говорит, ну, я тоже, мы там внизу стояли, говорю, я тоже, мы же могли тогда встретиться? Говорит, могли бы, но, да, если бы придумали машину времени, и мы бы пришли в этот, как его, на концерт Земфиры, да, и сказали бы, что, например, там, чтобы поменять в своей жизни. Ну, он там напридумал всего, короче, кучу, но почему-то он сказал, чтобы со мной он бы познакомился именно вот сейчас, на данный момент, а не тогда. А я сказала, чтобы я ничего... Я говорю, я пошла бы и просто посмотрела концерт, и все. Говорю, я бы ничего не поменяла. Реально, потому что вот тот опыт, который был в жизни, и вообще вот все то, что происходит в моей жизни, я говорю, это вообще как бы для меня, говорю, все сейчас хорошо, все удобно. Он там, ну, насчет финансов, там всяко разное, там насчет этих, на что бы обратил внимание, я бы пошел к себе молодому и сказал бы, говорит, а я бы не сказала, я просто посмотрела бы этот концерт, и все. И на тебя, молодого, посмотрела бы, и говорю, и все. Все. А вот мне сейчас, например, очень комфортно, удобно, и принимаю свой возраст комфортно. И вообще не парюсь почему-то по какому-то либо поводу. Я говорю, свое удовольствие живу. А я же говорю, вот то состояние, в котором я сейчас пребываю, мне оно нравится. Определенно нравится. Ну, видно. Это очень круто. Ой. Наверное, на этой прекрасной ноте завершим нашу передачу. Спасибо тебе огромное. Очень классный разговор. Мне очень понравилось. Приходи еще. Ну, если снимусь в каком-нибудь фильме, приглашайте. Спасибо, Лена.